Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Мои дорогие зрители, гости, подписчики, всех вас хочу поблагодарить за ваши лайки, хорошие добрые комментарии, за вашу поддержку моего канала. Земной вам поклон. Давайте сегодня сделаем отсыпочку на мужчину. А тема будет такой: что он думает и что чувствует, когда смотрит на вас. Если тема интересна, присоединяйтесь, загадайте на своего мужчину и давайте посмотрим. Я убираю Назар, прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, нужную и полезную информацию. Так, двоякие у него чувства, очень двоякие. Такой интересный мужчина. Он очень скрытный у вас, очень скрытный. Вот смотришь на него и не поймешь, что он там думает, что он там чувствует. Вообще, какие мысли его голову посещают. А он действительно такой, сам себе на уме. Угу. Редко говорит то, о чем думает. Любит отшутиться, либо отмолчаться, либо, знаете, как-то перевести разговор. Вас иногда очень беспокоит его поведение, его отношения и поступки. Какие-то поступки, либо отсутствие каких-то поступков вас просто вводит в ступор. Скорее вы тут мучаетесь, вы не знаете, что ждать от этого человека, да, что он завтра там выкинет. Абсолютно непредсказуемый тип мужчины. Так. Мужчина от природы хитренький. Вот ваша интуиция вам все правильно подсказывает. Он очень хитренький. У кого-то отыграется, что он таким родился. Наследие. Да. Генотип такой, генофонд. А у кого-то отыграется, что мужчина приспособился именно таким путем действовать, да, именно, знаете, как и не рисковать, и на рожон не лезть. И у него такая вот позиция, да, выжидателя. Как охотник, который сидит в кустах и ждет, когда же там добыча сама к нему подойдет. Вот такой человек. Он вам что-то не договаривает. Не договаривает. С одной стороны, он, знаете, такой думает: о, я молодец, я все классно придумал, я не буду ей все рассказывать. А с другой стороны, я вижу, что его совесть начинает мучить. А совесть — это чувство для него новое, да, ощущение новое. Он не привык, чтобы его тут совесть беспокоила. Да, что-то не договаривает, что-то скрывает. И прям молчун. Ладно, что он думает, когда на вас смотрит? Ну, думает, что он везунчик, что он счастливчик, что такая женщина на него обратила внимание. Прям говорит: ох, подфартила, ой, какой я фартовый, вот как мне повезло, что она на меня обратила внимание. Вы знаете, вот когда он к вам подходил, вот в самом начале ваших отношений, он ведь до конца не верил, что вы ответите взаимностью. Ему все время казалось, что нет, ну, пошлет, так пошлет, да. На ватных ногах он к вам подходил. Причем это вот несколько встреч было, когда он на ватных ногах подходил. Прям ждал, что вы его пошлете, что вы не обратите на него внимания. А вы нет. Вы ему прямо руку протянули, улыбнулись очень мило. Вот, прям не поверил своему счастью. Он вас, кстати, очень часто сравнивает с другими женщинами, либо сравнивал в прошлом. И вот вы какая-то особенная, понимаете, особенная для него в его жизни. Вот раньше не было таких женщин. Да, много было женщин, с разными общался. С кем-то серьезнее, с кем-то менее серьезнее. А вот то, что с вами происходит, вот первый раз с ним такое. С одной стороны, это его манит, завлекает, интересно, да, прям отклик в сердце идет. А с другой стороны, страшно. Он не знает, как среагирует на вас.
Вообще как будто бы почву у него из-под ног выбили. У кого-то из девчонок отыграется, что мужчина просто уже себя контролировать не может в плане интимного, да, интимной близости. Может быть, у вас и не было, а он все никак этого дождаться не может. Либо у вас есть, но ему как-то маловато. Маловато, хотелось бы больше. Вот прям с ума сводите. Когда вы рядом, все мысли напрочь улетучиваются, и только желания идут. Желание вот прям схватить вас в охапку и украсть вас, да? Вот с вами уединиться, так, чтобы вас никто не беспокоил. Так, чувствует, что нужно немножечко, не знаю, то ли в чем-то признаться, то ли раскрыться, либо какой-то вот разговор должен произойти. Он должен вам что-то рассказать про себя, либо про свое прошлое, либо про свой бэкграунд. Он видит, что вы этого ждете. Да, видит. Но с одной стороны ему страшно, а с другой стороны он боится, что это все испортит. Если вы с ним о чем-то говорили, мужчина показал какую-то просто странную реакцию, и вот как разговор оборвался и ушел от разговора, то вот это именно оно. Он скрывает, девочки, что-то скрывает, причем скрывает что-то важное. Может быть, не совсем даже благородное и хорошее про себя скрывает. Да? Боится, что вы его разлюбите, либо в нем разочаруетесь, либо отдалитесь от него. Ему хочется перед вами быть вот таким белым, пушистым рыцарем. Рыцарем в блестящих доспехах. Вот что ему хочется. Он, кстати, много вам тут привирает. Вот все, что он рассказывает о себе, о каких-то своих достижениях, там, о своей значимости, делите на 2. Делите. Это вот желание произвести неизгладимое впечатление на вас. Так, что он еще чувствует, когда смотрит на вас? Банально, да? Самое красивое, самое желанное, самое доброе. Не знаю, вы какая-то действительно особенная. Вы на него так странно влияете. Знаете, как Луна влияет на лунатиков, так и вы на него влияете. Он как теряет над собой контроль. Мысли начинают путаться. Так дрожь по телу, да, испарина идет. Вот он даже не знает, как правильно на это реагировать. То ли он любить боится, то ли он никогда раньше не любил по-настоящему. Прям как кипятком его обжигает, понимаете? Вот как ошпарили его кипятком каждый раз. Вот он тянется к вам и душой, и сердцем, и когда понимает, что он проваливается в эту любовь, как она его так обволакивает, ему становится страшно, он бежит от этого. На самом деле очень хочется признаться в своих чувствах. Очень хочется. Здесь, кстати, есть девочки, кто смотрит на мужа. На мужа, с которым у вас натянутые отношения. Это так мягко говорю, натянутые. Вы не поймете, почему он так с вами поступает, да, либо почему так на вас нездорово реагирует, бурно. Вот. Страх, девочки, страх, что вы узнаете какие-то его секреты, тайны. Может быть, вы уже знаете, может быть, случайно ему что-то сказали и прям в точку попали. Вот. С одной стороны, ему это обидно, а с другой стороны, он пытается найти какие-то хитрые способы и методы, чтобы вас около себя удержать. Он не готов вас терять и не готов с вами расставаться. Но опять же, не готов с вами согласиться. Такой противоречивый персонаж. Так, кто смотрит на мужчину, с кем у вас общение редкое, то есть вы недавно познакомились, еще, скажем так, не встречаетесь, как друг к другу приглядываетесь. Мужчине очень страшно, что он в вас влюбляется и в том, что он теряет контроль над своим разумом. Когда вы вместе, когда вы рядом, он ни о чем думать не может, кроме как о том, чтобы вас, я не знаю, там, обнимать, целовать, ласкать. Только об этом думает. И его это пугает. Если вы смотрите на мужчину, с кем вы в продолжительных отношениях, но отношения застопорились, виной тому его секреты. Пока эти секреты не будут раскрыты, движение в ваших отношениях не намечается.
А он будет делать все, чтобы вы никогда не узнали о его секретах. Тут у него раздрай полный. С одной стороны, я боюсь ее потерять, но с другой стороны, я боюсь, что она узнает про меня правду. Но ему есть чего бояться, там рыльца в пушку, как говорится. Так, для тех, кто общается в интернете, да, есть и такие, кто в интернете общается. Но мужчина тут вас полностью идеализировал. Он вам тут, и смотрите, ним повесил, и крылышки приделал. Возможно, вы ангел, да, возможно, вы ангел во плоти. Я тут не берусь судить, спорить. Но такое впечатление, что он больше как влюблен в ваш образ. Не в вас конкретно, как в человека, а в ваш образ, который он там сам себе напридумывал. Здесь какое-то общение, я не знаю, может быть ограниченное, может быть больше нужно общаться, более какие-то приземленные темы рассматривать. Может быть, вы тоже как бы ему немножко стесняетесь и, ну, скажем так, не посвящайте его в какие-то свои подробности. Вот. Больше надо общаться, и прямые диалоги должны быть обо всем на свете, и желательно вот прям про бытовуху поговорить, про работу, там, про родственников, про взгляды там, на семью, на прочее. Вот это надо, потому что вы для него просто на пьедестале стоите. Он скоро так себя уговорит, что он вас недостоин. Вы же этого не хотите? Нет. Поэтому больше с ним общайтесь, и больше вот прям прямых диалогов должно быть между вами. Так, девчонки, вот у кого-то мужчина просто на вас молится. Молится и все. Вы для него звезда. Звезда, почему-то звезда холодная, либо он считает, что вы холодная. То ли у вас дистанция. Может быть, вы как вместе, да, но расстались в данный период времени. То есть вы в одном месте проживаете, он в другом месте проживает. Но он на ваш образ просто молится. У кого-то прям дословно отыграется, что человек за вас молится. Да? Каждый день там читает молитву и просит, чтобы Всевышний Создатель вас там уберег, защитил, помог. Да? Так тоже бывает. Мужчина непростой. Мужчина со своими тараканами, со своими секретами, со своими особенностями. Вот что мне нравится... Вот то, что он такой, мне не нравится, а что нравится, то, что он меняется. И он будет меняться для вас и ради вас. Сейчас у него формируется какой-то базовый, как инстинкт, страх вас потерять. Вот. Благодаря этому страху этот мужчина сможет очиститься. Очиститься от ошибок прошлого, либо каких-то даже своих заблуждений. Вас с этим мужчиной ждет не один разговор, и разговоры будут очень серьезные. Вы будете с ним говорить об его прошлом, обсуждать какие-то моменты. Вас ждут открытия про этого мужчину, не всегда приятные, но тем не менее. Я вижу, что вы от него не откажетесь, я вижу, что вы ему поможете. И вы поменяете, и его жизнь вы поменяете. Он к вам тянется, постоянно к вам тянется. И вот это притяжение, оно будет только лишь усиливаться. Его к вам, а вас к нему. Но вы парами идете. Пара, у которой вот как все впереди. Все еще впереди. Вот самое лучшее у вас с этим человеком впереди. Так, мои хорошие. Так, на этом все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.